С полем «Кому» все понятно. Туда мы указываем адрес электронной почты, на который собираемся отправлять сообщения. При необходимости туда же можно добавить и несколько адресов. Но зачем нужны тогда другие поля? Такие как копия или скрытая копия, которую мы увидим чуть позже. Поле копия ничем не отличается от поля кому. Туда мы точно так же укажем адреса электронной почты, которые должны получить наше письмо. И разница здесь довольно условная. В поле кому мы указываем основных получателей, которым это письмо предназначено, а в поле копия обычно ставятся какие-то дополнительные участники переписки, от которых мы, скорее всего, не ожидаем ответа. Ну, например, мы можем поставить в поле кому исполнителя, а в поле копия его руководителя. Технически эти оба поля работать будут абсолютно одинаково. Каждый из прописанных адресов электронной почты получит наше письмо. При этом при получении письма каждый из указанных адресов сможет увидеть, какие другие адреса были указаны в поле «Кому» и в поле «Копия» тоже. Если мы хотим добавить секретных получателей, мы можем воспользоваться полем «Скрытая копия». Сейчас его не видно, его нужно предварительно включить. Для этого я перехожу на вкладку «Параметры» и нажимаю кнопку «СК». Скрытая копия. Поле SK добавляется к нам в письмо. Проделать это нужно только один раз. Далее при создании нового письма поле SK у вас уже будет включено до тех пор, пока вы его не выключите. Давайте вернем поле и допишем что-нибудь в него тоже. И у поля скрытая копия есть своя особенность. Те получатели, которых мы укажем здесь, не будут видны другим адресатам. То есть, когда все вот эти получатели откроют наше письмо у себя в почте, они не будут видеть тех, кто перечислен в поле SK, скрытая копия. Если в скрытой копии мы укажем несколько адресов электронной почты, то они также между собой друг друга видеть не будут.